23 марта, накануне президентских выборов, в республику прибыл глава правительства Российской Федерации Владимир Путин. Примечательно, что его рабочий визит начался с посещения Большого концертного зала, где состоялся концерт мастеров искусств Республики Татарстан. В Казанском Кремле Путин ознакомился с ходом строительства мечети Кул-Шариф. Провел плановое заседание возглавляемого им оргкомитета по проведению тысячелетия Казани. С руководством республики были обсуждены вопросы федерального устройства России. На строящейся станции метро «Суконная Слобода» 3 апреля 2000 года начался монтаж уникального тоннелепроходческого комплекса Сюмбике. Этот агрегат способен проходить под землей не менее 200 метров в месяц. Обслуживающий персонал всего 5 человек. Комплекс Сюмбике позволит значительно сократить сроки строительства. И первая очередь метрополитена из 7 станций длиной 10 километров от горок до Московского района будет готова в год празднования тысячелетия Казани. Жизнь свою я посвятил народу моему. В Институте языка и литературы имени Галимджана Ибрагимова состоялась научная конференция, посвященная творчеству писателя и ученого Накии Санбета. Он внес неоценимый вклад в развитие татарской культуры, науки и искусства. Наследие Накии Санбета, в значительной мере еще не опубликованное, чрезвычайно богато и включает в себя драматургию, прозу и поэзию, а также материалы к неоконченному толковому словарю татарского языка. На улице Муштари, 15, где долгое время жил и творил Накии Санбет, состоялось открытие мемориальной доски. «20 февраля оперой «Борис Годунов» в Казани открылся 19-й оперный международный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина. Среди участников фестиваля ведущие солисты оперных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Казани, в числе которых солистка Большого театра и примадонна миланской оперы «Ля Скала» Нина Терентьева. На гала-концерте она исполнила реквием Джузеппе Верди.
совместным решением Госкино и Союза кинематографистов Республики возрождается деятельность известного в недалекие годы на всю страну Клуба друзей кино «Дубль-2». Первой гостьей киноклуба стала заслуженная артистка России Маргарита Терехова. В планах возрожденного клуба друзей кино творческие встречи с известными кинематографистами страны.